В 17-м году после переселения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Медину, случилась засуха и голод. Сподвижники пророка, да будет доволен ими Аллах, страдали от голода, и среди них был наш господин Умар, да будет доволен им Аллах. Умар, да будет доволен им Аллах, отказался принимать мясо и другие продукты из-за того, что мусульмане страдали от голода. Однако он принимал немного пищи, чтобы выпрямить спину и не умереть от голода. И вот он вышел вместе со сподвижниками посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершить молитву о прощении дождя. И он и сподвижники попросили посредством Аббаса, дяди пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А вышли они таким образом, что Билал, сын Хариса, да будет доволен им Аллах, зарезал барана. И Билал, да будет доволен им Аллах, устрашила худоба этого барана. Его мясо прилипло к костям, и это его устрашило. После этого Билал пришел к могиле пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поприветствовав посланника Аллаха, он сказал: «Помоги своей общине, о посланник Аллаха, помоги своей общине». И в ту ночь Билал увидел во сне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И посланник Аллаха сказал ему: «Скоро пойдет дождь. Ты иди к Умару и скажи ему: будь мудрее». И на следующий день утром наш господин Билал, сын Хариса, пошел к Умару и рассказал о том, что сделал и что увидел во сне. И тогда Умар, да будет доволен им Аллах, собрал сподвижников в мечети, почитав им проповедь, обратился к ним с речью о сне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Как вы понимаете его слова «будь мудрее», они сказали: «Он просит тебя поторопиться вывести нас совершить молитву о прощении дождя». И тогда наш господин Умар вышел, и собрались вокруг него сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И они совершили молитву о прощении дождя. После этого он прочитал им проповедь. Во время совершения дуа он просил посредством Аббаса, дяди пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И тогда пошел дождь. Всевышний Аллах наделил их своей щедростью, ниспослал им обильный дождь. Таким образом, закончился этот год засухи.